Форвард испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси повторил рекорд Пеле по количеству забитых голов за один клуб. В конце первого тайма матча 14-го тура премьеры против Валенсии 33-летний аргентинец отметился результативным ударом, который стал для него 643-м в составе каталонцев. Столько же голов Пеле забил, выступая за бразильский «Сантос». Игра против Валенсии завершилась ничьей со счетом 2-2. Помимо Месси за Барселону отличился Рональд Араухо. У летучих мышей забили Мухтар Диакаби и Макси Гомес. Каталонцы продлили беспроигрышную серию до 3 матчей. Они занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 21 очко. Новый сезон Национальной хоккейной лиги начнется 13 января. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Отмечается, что в регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В плей-офф выйдут 16 команд. Кубок Стэнли пройдет в традиционном формате. В связи с закрытием границы между Канадой и США и необходимостью обеспечения безопасности участников матчей в условиях пандемии было принято решение изменить составы дивизионов и перейти на режим внутридивизионных матчей для минимализации количества поездок. Регулярный чемпионат завершится 8 мая. Официальные тренировочные сборы команд начнутся 3 января. Отмечается, что предсезонных матчей не будет. Сборная России победила команду Финляндии и стала победителем Кубка Первого канала второго этапа Евротура. Встреча, прошедшая в Москве на ЦСКА-арене, завершилась со счетом 5-1. В составе россиян дубль оформил Дмитрий Воронков. По одному разу отличились Вадим Шипачев, Павел Карнаухов и Андрей Кузьменко. Единственную шайбу финнов забросил Хари Песанен. Российские хоккеисты возглавили таблицу, набрав 8 очков. Второе место заняли шведы, у которых 4 пункта. Третьими стали финны, в их активе 3 балла. С таким же количеством очков на последнем месте соревнования завершили чехи. Следующий этап Евротура пройдет в Швеции с 11 по 14 февраля. Россияне завоевали 2 медали в заключительный день 4-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования завершились в немецком Дрездене. В мужском командном спринте свободным стилем победу праздновали Александр Большунов и Глеб Ретивых. Второе место заняли представители первой команды Франции. Третьими стали итальянцы. В женском командном спринте свободным стилем серебряными призерами стали Юлия Ступак и Наталья Непряева. Лучший результат показали спортсменки из Швейцарии. Тройку лидеров замкнули словенки. Следующий этап Кубка мира пройдет в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января. Перейдем к событиям нашего региона. Гол якутянина Никиты Рычкова помог Липецкому ЛКС сыграть в ничью с московским «Спартаком» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча завершилась со счетом 3-3. Рычков отличился с 10-метровой отметки на 21-й минуте встречи. Помимо него в составе хозяев площадки голы забили Денис Гуляйкин и Максим Истомин. У красно-белых взятие ворот провели Михаил Малеев, Вадим Цай и Роман Адамов. Для якутянина этот гол стал вторым в текущем сезоне. Его ЛКС идет на 4-й строке турнирной таблицы конференции «Запад», набрав 31 очко. «Спартак» занимает 6-е место, имея в активе 17 пунктов. В туре команда якутянина в гостях сыграет с саратовской «Волгой». Встреча пройдет 26 декабря. Якутяне завоевали 3 медали на всероссийских соревнованиях Кубок Сибири, которые прошли в Новосибирске. В спринте классическим стилем серебряным призером турнира стал Александр Клугин. Также в его активе серебряная медаль гонки на 10 километров коньковым ходом. Первым финишировал другой якутянин Михаил Соснин. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!